День открытых дверей сегодня прошел в Центральном банке России. В Ингушетии проходит открытый турнир по джиу-джитсу с участием спортсменов СКФО. Селению Кантышева 252 года. Расскажем о празднике и о том, как к нему подготовились сами жители. Это новости 24. Добрый вечер. Неплатежеспособным россиянам обнулят долги по штрафам и налогам. Соответствующий законопроект рассмотрела правительственная комиссия. Согласно действующему законодательству, с человека в случае банкротства списываются кредиты и другие долги. Однако штрафы ГИБДД или неуплаченные налоги он все же был обязан уплатить. Теперь же банкротам простят и их. Согласно данным судебного департамента, за год банкротами признали почти 42 тысячи граждан. Сегодня в 4-й раз Центральный банк России открыл свои двери для всех жителей Республики Ингушетия. Почувствовать себя в роли инкассатора, принять участие в увлекательных конкурсах и узнать много нового о финансовой системе мог любой желающий. Жаридат Халухоева поделится впечатлениями. Под музыку и с хорошим настроением, как почетных гостей, региональное отделение Центрального банка России встречает сегодня каждого. Только раз в году для всех желающих проводится День открытых дверей. Это уникальная возможность почувствовать себя в центре финансовой жизни региона, познакомиться с правилами безопасного использования банковских карт, признаками платежеспособности российских банкнот и научиться реализовать свои финансовые цели. У каждого из нас есть свои цели. В зависимости от этих целей мы должны ставить задачи, ну и достигать эти цели. А как это сделать без финансовой платформы? Вот именно личное финансовое планирование поможет нам с вами и помогает нам с вами в деле достижения цели, достижения успеха. Мы понимаем роль и суть Центробанка в Ингушетии и всей Российской Федерации. Это, насколько я знаю, это абсолютно недавно стали в Центробанк в День открытых дверей приглашать. И мы, конечно, пользуемся этой возможностью, чтобы в такой день мы могли посмотреть, что находится внутри этой организации. После семинара сразу экскурсия об истории денег, российской финансовой системе и отцах-основателях Центрального банка. Среди работников банка и ингушей, причем работающих довольно грамотно и профессионально, поскольку прекрасные впечатления производит постановка операций по существу, постольку же безотрадную картину представляет техническое дело, за исключением порядков кладовой и кассы. Эти порядки в руках великолепного кассира Богатырева ингуша сплошной парад. Настолько были отмечены наши ингушские работники. В экспозиции музея представлены тысячи экспонатов, большинство из которых подлинники. Посетителям рассказывают об истории монет, в том числе редких, юбилейных и памятных. Первый серебряник отчеканенный еще в Древней Руси или униформа сотрудника банка тех же времен. Увидеть все это воочию и даже потрогать руками большая удача, говорит Амирхан Бузуртанов. Ведь раньше он слышал о них только на лекционных занятиях. Особенно сильно мне понравилась история про деньги, про старинные деньги, про то, как они были созданы, как изменялась структура денег из старинных монет в бумажные деньги. Также мне понравилась история про рабочих, которые здесь работали издавна. Узнать о первых бумажных деньгах России посетители могли и в фойе здания. Экспозиция посвящена 250-летию их первого выпуска и содержит краткую информацию о каждой банкноте. Впрочем, есть на что посмотреть и во дворе банка. Настоящие инкассаторские машины, куда можно заглянуть, сесть за руль и увидеть грузовой отсек, в котором перевозят до 12 тонн монет и банкнот. Удивляет и спутниковая машина, которая включает в себя 2 станции и обеспечивает прием или выдачу средств при тех или иных чрезвычайных ситуациях. Платежная информация. Вы представляете себе, что это такое? Грубо говоря, вам нужно перечислить 100 рублей, допустим, девушке. Эти 100 рублей есть, вы их отдали в банк. Как они дальше должны проходить? Здесь формируют какое-то платежное сообщение. Я очень приблизительно и грубо говорю, чтобы было понятно. Это сообщение каким-то образом шифруется, заверяется электронной подписью. И, как в вашем телефоне, как, допустим, сообщение в WhatsApp, в таком же виде оно куда-то улетает. Там его получают, оно подтверждается и так далее.
Центробанк России имеет богатую и давнюю историю. Главный финансовый институт страны был учрежден указом Александра II в 1860 году. В Ингушетии начало банковскому делу положил председатель правления Гамурзийского кредитного товарищества Асламбек Маматиев в 20-х годах. Но кредитное дело в республике началось еще в 19 веке. Как зарождалась система заема, гостям показывают через театрализованное представление в исполнении сотрудников банка. Какие у тебя гарантии? Горец приехал со своими гарантиями. Вкусный, свежий, хрустящий. Вот мои гарантии. О, любезный, какие же это гарантии? Это просто хлеб, а банку нужны твердые гарантии. Колоритной частью сегодняшнего дня стало и выступление артистов эстрады. Главная цель мероприятия – рассказать населению о деятельности Банка России. Ставшей культурной традицией, Центробанк уже в 4-й раз открывает свои двери для всех желающих, а их предостаточно. У нас молодежь традиционно нас посещает, но тем не менее нас посещают и малые наши друзья до 14 лет, учитывая, что мы предлагаем им определенные викторины, с пониманием того, как дети это все принимают. Некие игры проводим ролевые с вручением наших сувениров с логотипом Банка России. Я бы хотел сказать, что те посетители, которые нас посещают, они могут познать очень просто и доступно о финансовом просвещении, о том, как это важно в обыденной жизни, планировать бюджет, правильно выстраивать отношения с банками. Пройтись по коридорам и анфиладам здания банка, увидеть, где заседает совет директоров, сможет каждый, притом абсолютно бесплатно. Такие дни открытых дверей обещают проводить в банке ежегодно. Жирайдат Холукоева, Асхат Белакиев, Новости 24. Сегодня в Ингушетии во Дворце спорта «Магаз» стартовал открытый чемпионат СКФО по джиу-джитсу. В нем принимают участие порядка 500 спортсменов. В программе соревнований предусмотрены категории как для детей, так и для взрослых. Победителей и призеров наградят медалями, кубками, а после отборов в рейтинге каждого дивизиона синих поясов финалистов ожидает отборочный турнир и суперсхватки. Репортаж Идриса Ижиева. Турнир в ИБЖЖ по джиу-джитсу успешно стартовал. Сотни мальчишек со всей России собрались во Дворце спорта «Магаз», чтобы продемонстрировать свои навыки борьбы широкой публике. Первые пары уже на коврах. Ждем много болевых приемов и ярких побед. Схватки проходят на 6 коврах, и на одном из них встретились борцы весовой категории 30+. Несмотря на юный возраст, джиу-джитсеры очень уверенно чувствуют себя и частенько проводят техничные броски. Отличную технику и волю к победе демонстрирует Аслан Гаджиев. Соперник у него нелегкий, схватка накалена до предела, ведь на кону выход в полуфинал. Все же фортуна сегодня на стороне Арслана. Первая победа есть. Я раньше еще не боролся на таком турнире лиги в ИБЖЖ, но мне очень понравилась организация этого турнира. Надеемся, в дальнейшем будем выступать. Что можешь сказать насчет своей первой схватки? Моя первая схватка прошла в высоком темпе. Я выиграл за счет того, что я всегда загонял своего соперника. Алхамдулилля, у меня это получилось. Еще мне предстоит 2 схватки. Соревнования проходят между участниками в 16 весовых категориях. На соседнем ковре за дальнейший выход борются ребята в весе более 65 килограмм. Схватка получилась долгой и тяжелой для обоих спортсменов. Никто не хотел уступать, и каждый стремился забрать желанную победу. Но триумфатор всегда только один. Техничным приемом чеченский борец все же поборол соперника. Соперник был хорошим, мышечная масса была законная. Чуть-чуть отдышался он, из-за этого проиграл. А так все хорошо. Команда из 9 профессиональных судей сегодня следит за ходом схваток. Каждый из них опытный рефери, отлично знающий свою работу. Ошибок никаких быть не должно. Все судьи, которые сегодня здесь судят, являются действующими спортсменами, которые непосредственно знают эту систему изнутри. И как бы мы и собираемся, проводим своеобразные семинары по судейству, приглашаем квалифицированных судей, чтобы нас мастер-класс нам давали. И с этим, в принципе, проблем нету, потому что так как все судьи, они действующие спортсмены. Если спорный момент возникает, то вызывается главный судья для решения этой ситуации, разрешения этой ситуации. То есть решение может измениться только до
того, как соперники покинут ковер, зону ковра. То есть в случае покидания зоны ковра решение не меняется, даже если судья допустил какую-то незначительную ошибку. Джиу-джитсу пока на стадии развития в России, но с каждым годом этот вид спорта набирает все больше популярности и последователей. Организаторы считают подобные турниры хорошим подспорьем для всех борцов. Огромный ажиотаж, не ожидали, что столько будут именно бороться детей. На самом деле это нас очень радует. Сегодня у этих ребятишек есть та возможность проявить себя, которой когда-то не было у нас. В первую очередь это пропаганда именно джиу-джитсу, именно этого спорта, потому что борьба, она нам не чужда. И пропаганда здорового образа жизни, чтобы дети больше находили времени в залах, проводили, а не на улице. Всячески в этом направлении пытаемся. Турнир проходит в 2 этапа. Завтра второй заключительный день соревнований. Призеры и победители турнира будут награждены кубками, медалями и грамотами. Идрис Ижиев, Рахман Цуров, Новости 24. В Кантышеве сегодня шумно. Жители отмечают годовщину со дня образования родного села. Ему 252. Селение большое, в нем проживает почти 18 тысяч человек. Из этих мест вышли известные научные и политические деятели. В честь праздника кантышевцам устроили настоящий праздник. Стихи, песни, танцы в репортаже Тамары Хашагульговой. К самому главному празднику – дню рождения села кантышевцы готовились тщательно. 252 года со дня основания – дата серьезная. Признаться в любви своей малой родине и поздравить с праздником жителей пришли все – и взрослые, и дети. Кто-то посвящает родным местам песни, а кто-то – стихи. Такие торжественные мероприятия проходят у сельчан нечасто, поэтому они охотно пользуются возможностью сходить на концерт, чтобы встретиться и пообщаться с друзьями и близкими. Лейла Зариева по такому случаю и внучек привела. На сцене исполнители плавно сменяют друг друга. Артисты заряжают всех присутствующих в зале атмосферой праздника. Многие зрители пускаются в пляс, не в силах усидеть на месте. Хамзат Асмеев, Иса Кадзоев, Нурдин Кадзоев. История Кантышева в первую очередь история его жителей, ныне живущих или уже покинувших его. Каждый вносит свой вклад в село, каждый прославляет его по-своему. И у каждого свои воспоминания о Кантышево. Кто-то здесь родился и вырос, а кто-то приехал сюда и остался, навсегда влюбившись в пейзажи и людей. Аза Мартазанова, к примеру, вышла замуж и вот уже 27 лет считается жительницей села. Уезжать отсюда никуда не собирается. Я подготовила песню специально для того, чтобы поздравить жителей. Я желаю в дальнейшем продвижения и чтобы наше село процветало. Кантышево растет и развивается, меняясь буквально на глазах. За пару десятков лет на месте пустырей появились новые социально значимые объекты. Дом культуры, школа, детские сады. В ближайшее время в селе планируется возвести еще ряд зданий. 2 детских сада. Вторая сейчас на завершении идет, 1 работает. Больница, амбулатория, спортивная площадка, спортзал. На будущее планируется еще открыть в следующем году детсад новый, заложено открыть, произвести водопроводы, которые в новостройках в пределах там 10 тысяч. Жители Кантышева уверены, у села впереди еще много свершений. Тамара Хашагульгова, Майрбек Миржоев, Новости 24.
Пограничное управление ФСБ России по Ингушетии информирует местных жителей, а также туристов о необходимости своевременно оформить пропуск, чтобы попасть на территорию Джейрахского района. Так, для российских граждан пропуск оформляется до 2 недель с момента получения заявления и около месяца для иностранных граждан. Выдача пропусков и разрешений для приезжих осуществляется сроком до 1 года, а для местных жителей до 3 лет. В случае содержания неполных или недостоверных сведений при оформлении пропуска пограничное управление вправе отказать в приеме документов или его выдаче. После истечения срока необходимо сделать новый. С порядком оформления и получения пропусков можно ознакомиться на официальном сайте ФСБ России. По всей стране происходит поэтапное отключение аналогового телесигнала. Ингушетия не исключение. Начиная с прошлого года в республике усиленно ведется работа по переходу на цифровое вещание. Для этого достаточно просто купить приставку, настроить ее всего за пару минут. В вашем распоряжении как минимум 20 доступных каналов самого высокого качества. В сельском поселении Далаково прошла акция по раздаче приставок для малоимущих семей. Светлана Томова расскажет. Малоимущие борьбы, ценды хоне, приставка идти, шуанды хоне, даёт что цифровой телевидение, хочет долж, Магомед Манкеев инвалид 2-й группы, проживает в этом доме вместе с супругой, которая также болеет. Большую часть времени семья бывает дома и, как следствие, все свободное время проводит перед экраном телевизора. По словам Магомеда, им доступны всего 3 канала, и те время от времени пропадают из-за слабого сигнала. Сегодняшний подарок пришелся для него как нельзя кстати. Теперь его семья сможет смотреть несколько десятков каналов в высоком качестве. 1-й, 2-й Ингушетии, соңғы интересный яцы, новости сладихач. Халхамова догдагас, кино, фильмы, новости жодок дезсон. Жод сапарға доллар подходит республики в России, что в Союзе, что новости сладужу. Приставки анчуты хаш эхто хубмаби. Да, хубы дали андали, дал садол, дал беркат, дал десачок. Цифровое вещание прочно и надолго входит в нашу жизнь. И такой переход с аналогового вещания в прямом смысле радует глаз. 20 бесплатных каналов, изображение которых поступает в высоком качестве, даже при слабом сигнале, будет радовать зрителей всех возрастов. Радимхан Гадиева проживает в очень стесненных условиях. У нее нет ни родных, ни близких. По словам Радимхан, местная администрация выделила ей земельный участок. И без внимания как со стороны властей, так и просто добрых людей она никогда не остается. Вот и сегодня получила новый тюнер. Теперь наслаждаться любимыми каналами в отличном качестве она сможет круглосуточно. Показывала у меня 3 канала, только у меня телевизор не новый, простой. Так, 3 канала показывала. Сейчас вот привезли мне приставку. Сахал, табаркал, попала под акцию. Спасибо им большое. Новое цифровое телевидение способно уловить 20 федеральных каналов. Чтобы его принять, нужен современный телевизор или же специальная приставка к старому. А самое главное, такая система не требует абонентской платы. В связи с этим администрация сельского поселения Далаково за счет внебюджетных источников закупила тюнеры и раздает их в малоимущие семьи. Многие к нам обратились, но мы выбрали тех, которые на сегодняшний день числятся как малоимущие. Мы им выбрали вот это 6 приставок, и мы выбрали. И сегодня, значит, приняли акцию, значит, в этом направлении. И сегодня мы их раздаем этим малоимущим семьям. Около 10 регионов страны уже полностью перешли на цифровое ТВ. Третий, завершающий этап перехода на новый сигнал стартовал с июня месяца и продлится до конца текущего года. Цифровое ТВ хоть и появилось недавно, доступ к нему уже есть у любого жителя Ингушетии. Следует отметить, что со временем сеть присутствия будет расширяться. Но самое главное, цифровое эфирное вещание работает бесплатно и набирает популярность. Светлана Томова, Майрбек Миржоев, Новости 24.
Тепличные цветы начнут выращивать в Ингушетии. В основном это будут розы, разводить которые собираются в промышленных масштабах на территории агрокомплекса Сунжа уже в 2020 году. Их будут поставлять на продажу в цветочные магазины и на посадку. В перспективе руководство комплекса планирует выращивать также и другие виды и сорта цветов. Возвращаемся к спорту. Сегодня в Центре олимпийской подготовки в Назране прошел турнир по боевому самбо памяти Сулумбека Гандалоева. В соревнованиях приняли участие спортсмены Северо-Кавказского федерального округа и Юга России. С подробностями наш корреспондент. Удушающий или болевой прием, чистый бросок или удар с падением соперника на спину. Оставшись в стойке, тренерская установка на бой, многочисленные подготовки к соревнованию, и вот уже самбисты на борцовском ковре демонстрируют качество как ударника, так и грэпплера. Завершить бой досрочно хочет каждый спортсмен. Выйти на ковер и заявить о себе во всероссийском турнире по профессиональному боевому самбо памяти легендарного народного героя Сулумбека Гандалоева взялись спортсмены СКФО и Юга России. Здесь 59 весовых категорий, 7 возрастов, большое количество, малолетних спортсменов, 8, 9, 10, 11, 12, 13 лет, наибольшее количество. Наиболее колоритно именно они представлены. Также серьезно представлена более взрослая категория. Общее количество где-то порядка более 350 участников. Турнир организован по инициативе общественности, в частности, представители фамилии Гандалоевых. Организаторы мы, Федерация боевого самбо Республики Ингушетия. При поддержке Федерации боевого самбо России, как вы сегодня видите, главный судья соревнований – это вице-президент Федерации боевого самбо России Волосных Валерий Валентинович. Лучшие команды боевых самбистов из Ингушетии, Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии и Осетии сражаются за право обладания переходящим кубком Сулумбека. По словам собравшихся, участие в таком турнире для спортсмена – это прежде всего возможность проверить свои навыки. Наставникам же выявить пробелы в обороне или в атаке подопечного. Сегодня тут огромное хорошее соревнование проводит всероссийский турнир. Большой зал, хорошие условия, хорошие спортсмены со всех республик приехали, окружающие. Турнир проводит на высоком уровне, алхамдулилlah, все проводит четко. С Чеченской республики приехало несколько клубов, в общем сложности где человек 50 приехал. Да, замах категории, Айвулой, потом уже первые маленькие проходят, по ходу уже к взрослым переходим. Сегодня мы приехали первым составом, 36 человек, в численности 36 человек. Ребята, в принципе, после каникул успели месяц потренироваться, но полной подготовки еще не пришли, но думаю, и так достойно выступим. Но так как мы часто выезжаем на соревнования, я думаю, они покажут себя достойно. Я гонял килограмм до определенного веса и сгонял, попал в вес. Нет, я уже 3-й год подряд выступаю на соревнованиях. Да, чемпион мира по джиу-джитсу, бронзовый призер по грэпплинг ЮВВ и по панкратиону чемпион СКФО. Соревнования по боевому самбо проводятся в соответствии с международными правилами. Костюм участника соревнований оснащен самым необходимым для спортсмена. Боксерский шлем, твердый бандаж, перчатки для боевого самбо и накладки на ноги. Запрещенные технические действия могут принести балл сопернику, поэтому про удар ладонью, болевые на шею, позвоночник, кисти, стопу можно забыть. По словам Идлана Манкиева, автоматизированная работа самбиста включает в себя и соблюдение спортивной дисциплины. Я боец из клуба HD. Я выступаю 90 килограмм сегодня. Дик турнир есть. Дик опыт набрать еще. Турнир выйти ангш. Боевой самбо цадил сюда занимаюсь. Боевой самбо. Чисто курс самбо и хаоса, да. Что бокс, потом смеш начался. Для выступления в более легкой весовой категории спортсмены прибегают к сгонке веса с помощью потери жидкости в организме. Слишком большая сгонка веса может ухудшить результат спортсмена, кроме того, нанести вред и даже приводить к смерти.
Бойцов в клубе нарты, тренер вуса. Звесы, такой шикил дохалче, гонятер, мегиужес. Вещь бирж ди замагду. Сана док гонятер, дикая вес. Вот, конечно, док хадаю, да смахать уах, хамбета, готовы сделать турнира. Сачар аяқыр вес, сачар асию ақыш, йол вес ала тұрыш. Аз ұстағаны, ис ән көсіла тұрыш. Егер зама ауыры, 2010-2011 год өсі, егер уаққа ауыры, прит төгі чүден, әнші бабабаб аз оғызды, егер уаққа ауыры, бари чүден өсі, сама уақыт, ис ән көлі, аз дұқа бариш, бадыр әш, новичок, бұсы әнші, дұқа яц ұқ. Как отмечают организаторы, турниры такого масштаба будут проводиться и в дальнейшем. Память народного героя Сулумбека Гандалоева, сильного духом легендарного борца за справедливость, еще соберет сильнейших на борцовский ковер. Зильмхан Калоев, Адам Мережков, Адам Далаков. Новости 24. Курочка Ряба. История деда с бабкой, их замечательным питомцем, может иметь продолжение. Его придумал детский писатель Владимир Лившиц и назвал «Ищи ветра в поле». Написанная в лучших традициях народных и пушкинских сказок, это пьеса о том, что жадность, коварство и властолюбие всегда будут наказаны. Даже сама природа готова прийти на помощь героям с добрым сердцем. Все это продемонстрировал Кировский театр кукол, гастролирующий в Ингушетии. Муса Измайлов видел и расскажет. А ну, ребятки, вылезайте ко мне! Волшебный мир сказочных персонажей погрузил юных зрителей в зале Кировский театр кукол. Сегодня они играют в спектакль «Ищи ветра в поле». Он повествует о двух главных героях – старики и старухи, у которых отрицательные персонажи, барин и его супруга, обманным путем забрали волшебную шкатулку. Можно ехать в Париж! В Париж! Актеры не прячутся за ширмой, да это и не нужно, так они лучше смогут передать все эмоции детям. Кстати, юные зрители также принимали непосредственное участие в спектакле, активно поддерживая кукловодов. Тебе понравилось? Ну да. Злой и коварный барин со своей невестой пытались разбогатеть за счет чужого имущества, но у них ничего не получилось. Как во всех народных сказках, добро побеждает зло. Вот я теперь в конце спектакля-то ведь совсем другая стала. Я поняла, что деда обижать нельзя. Он же меня любит. Ой, люблю, люблю, косаточка. Да, вот. А барин наш был наказан за свою жадность. Сегодня третий день гастролей Кировского театра кукол. Артисты в Ингушетии впервые, с удовольствием делятся впечатлениями. Больше всего их поразили зрители, которые оказались на редкость дисциплинированными. В восторг кукловоды пришли и от самобытной культуры ингушского народа, и потрясающей природы нашего региона. Жалко, что в горы не попали, потому что там, говорят, вообще очень красиво. Я думаю, что мы подружимся с вашим театром юного зрителя, и у нас будут и обменные гастроли, и гастроли друг к другу, просто будем приезжать. Мы вот буквально 17 числа, 16 мы будем принимать труппу вашего театра у нас на Вятке, в городе Кирове. Постараемся точно так же устроить им радушный прием, как принимали нас здесь. Очень довольны своей поездкой, очень все восхищены вашим народом, кавказским менталитетом, то, что вы такие сдержанные, культурные. На стационаре, когда дети приходят в театр, они как-то более организованы, их как-то атмосфера дисциплинирует больше, они больше слушают и однозначно больше понимают. Актеры планируют показать еще 2 спектакля, ведь желающих окунуться в мир волшебства очень много. Куклы к этому готовы. Мы рассказали детям, что обижать друг друга нельзя. Именно такими персонажами актеры Кировского театра сегодня радовали маленьких зрителей. Детям все понравилось, получили много приятных и положительных эмоций. А также спектакль дал им понять, что жадность и алчность до добра не доводят. Муса Измайлов, Адам Далаков. Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия. До встречи в эфире.